Здравствуйте! Сегодня первый день снег выпал. Вот. И мы решили испытать новый рюкзак и новое такое приспособление для того, чтобы носить вещи. Он называется Лузан. Это у нас древние коми-охотники носили давным-давно. Я его шил и сейчас испытываю. Ну, если сбоку посмотреть, что это вот так. Он там есть. Вот. Тут впереди тоже разгрузочный карман и разгрузочные вот так. Ремнем схватывается. Он немножко напоминает по конструкции, как носили раньше пончо, такое одеяло с дыркой. Но это полотно с дыркой в основном. И с карманами разгрузочными. Вон там сзади, если видно, там топор у меня. Вот. Так что будем сегодня испытывать и проверять. И какие еще недоработки будем замечать, а потом исправлять. У него еще есть одна очень интересная особенность, которую никогда коми-охотники не делали. Вот с этой штукой. Я потом вам покажу, когда костер буду делать. Мы пошли. Все замерзло. Сколько всяких елок. Смотри, там что-то нашла. Пойдем, бычка. Вот так, по долине. Долина идет вниз, там ручей. Вот и пойдем туда. Собачка его перейдет запросто. Еще не знает, надо переходить или нет. Если я перейду, она перейдет. Если я не перейду, она не перейдет. Проверим. Вот какая умная собака у нас. Опа, я пришел. Вот пошла. На Лузане есть вот такая штучка, пишите, там пенка вставлена. Как бы она не мешает и попу греет. Но можно, если вот хочешь отдохнуть, просто на нее сесть, на эту пенку. И ничего стереть не надо. Классно. А пенка у меня там вставлен. Обычные пенки в магазине продаются. Поджопники такие вставляются. А у меня там карман такой. И в карман просто вставлено. Кто первый попалась под руку. И все. Вот я на ней сижу, тепло. Рукавицы не надо подкладывать. Пенку не надо опускать. Вот так. Даже можно Лузан поставить немножечко сюда. И как бы тело расслаблено. Отдыхает. Ой. А там собачка у нас на той стороне бегает. На той стороне ручья по горе. Хорошо. Ну ладно, пойдем. Нам еще надо костер сделать. И новую конструкцию испытать этого Лузана. Ага. Так.
Собачка кого-то подняла, а кого не вижу. Собака хорошая, а охотник плохой. Да. Не знаю, кого ты там, Булечка, видишь? Я никого не вижу. У нас тут такой лес. Мощный лес. Впереди нас ручей текет. Собачка бегает. Сейчас бы и место для стоянки искать. По лесу. Собачка что-то нашла. Трава снегом засыпанная, красивенькая такая, среди высоких елок. Между елок идет. Вот маленькая елка. Ну, здесь, наверное, остановимся. Это елка, здесь костер сделать. Скорее всего. Да, вот здесь костер сделаем. А здесь поставим нашу сидушку сделаем. Так. Вот такие дела. Старый топор 80-го года. Ручку поставил. Теперь попробую, как он работает. Отойди. Так, отойди отсюда, пожалуйста. Да, отойди. Вырубить. Ну, что будет. Это у нас на стойке пойдет. Так. Вот такую высоту. Вот, одна стойка есть. Сейчас пойдем еще поищем стойк. А вот у нас сухое дерево. Надо его как-то добыть. Вот. Есть. Эх, елка, она вся у нас листья. Много на ней веточек. Ничего. Вот, есть такая фишка у нашего лузана. Вот он, лузан. Я его здесь освободил полностью. И получается вот такой материал с дыркой. Ну, пока без капюшона, я еще капюшон не сделал. И вот. Вот тут еще этот нож еще пристегнут. Сейчас я его немножко. И мы сейчас попробуем сделать кое-что другое. И должно у нас получиться. Сиденье должно получиться из него. Так. Что-то было? О, здесь карман довольно большой, где пенка стоит. Вот, мы сейчас сюда ставим вот эту одну из. О, так. Вот так. О. Допустим так, да? Теперь мы поставим наши веревочки, которые держали бы нашу петельки. Ну-ка, были, ходи. Вот они, веревочки, да? Да? Так.
подальше поставить тоже. Ага. Есть, да? Так, повыше поставим. И вот что у нас получается тут. Так, как бы сидушка, а эта часть, эта часть накидывается просто сюда. Вот. Просто накидывается. И просто накидывается и подтягивается вот этой двумя веревочками, которые здесь есть. Вот так. А, я сейчас не буду как прикручивать. Вот так, на узел я завяжу. Все. Так, и что у нас получается? Так. Пеночку подвинуть немножечко. Вот оно! Получилось! Собачка тоже смотрит, удивляется. Смотрите, нормальное сиденье. И рюкзак, и как накидка сверху, и как сиденье еще работает. О, классно! Сейчас будем костер делать. Это мы сделали основное. Пошел за сушиной до дров. Вот такая нора. Ого! Прямо по деревьями. Небольшая, наверное, лисья нора. Не будем ее тревожить. Даже заглядывать не будем внутрь. Прямо на склоне сделано возле ручья. Пусть живут там. Помню? Надо рукавички снять, а то у меня рукавички какие-то скользкие попались в этот раз. Вот это отсюда. Рубить-то быстрее, кажется, чем пилить. Так, еще немножечко. Отлично. Теперь для чурки вполне достаточно. Потом еще там буду. Эй, ничего, он пойдет. Хотим сделать микронадью такую, да? Немножечко. Погоди. Вот так немножко. Временно пока поставим их. Расположим. Он загорится. По идее. По идее. Вот оно загорится у нас. Называется микронадья. Получится, не получится, тоже неизвестно. Мы делаем все быстро, потому что у нас батарейка кончается уже. Как ни странно, я вторую не взял. Думал, одной хватит, а оказывается не хватило. Ладно, надеюсь, не совсем получилось у нас. Вот.
Но зато костер получился. Бревна оказались немножко сыроватые внутри, поэтому так и не очень. Ничего, мы сейчас кипятим чай, суп сделаем. Так что нормально все у нас. Скажем так, если с надьей не задалось, то надью можно всегда разложить на 2 бревна и костер сделать из надьи. Наверх положить, все будет работать, гореть. Просто эти костры-то у меня хорошо получается, а вот надья из 2 бревен пока еще не получается. Так-то горит костер классно. Вот я 2 бревна надьи просто положил рядышком и наверх костер сделал. Все работает, все будет. Такой вариант у меня в данный момент приемлемый оказался. Собачка отдыхает. Никогда в жизни не думал, что с лузаном можно сделать сиденье вот, на треноге. Как удобно и хорошо. Все, тепло, коврик там. У нас вода закипает. Сейчас чай, а потом суп сварим. Собачка, как всегда, лежит возле костра, возле меня, ждет, когда будет готова кушать. Пусть варится. Пусть варится суп. Первоначально, как задумывалась надья, плавно превратилась в хороший костер просто из бревен. Теплый, жаркий костер. Ну ничего. Ну, откуда собачка ложится? Поближе к еде. Как хорошо костер горит у нас. Не всегда нужно надьяну. Вот тут у нас у собачки еда остывала в воде. О, горячая еще. Вчера немножко остыла. Пускай стоит. Вот сейчас только что над нами, минут 10 назад, пролетел клин журавлей. Огромные, белые такие, вот с такими крыльями огромными, шея длинная, летели. Тихо, суть, и курлыкали. И через 10 минут, после них, как они пролетели, снег пошел. Вот сейчас идет снег. Они прямо на границе летели, снега и не снега. Ой, будет. Да, сейчас. Сейчас, водичка. Опа. Надо водички тебе налить. О, все, нормально. Вот так. Покормим духа прикинь тоже немножечко. Пойдем будет. О, кормиться. Рубай. Булька там есть.
У меня уже самого все остыло. Она будет. Сейчас. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забытый давно наш родительский кров, и, услышав порой голос предков зовущий, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща, серой птицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Неприметной тропой пробираюсь к ручью, где трава высока, там, где заросли гуще. Как олень из колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. Как олень из колен пью святую твою родниковую правду, Беловежская пуща. У высоких берез свое сердце согрев, унесу я с собой в утешение живущим твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская пуща, твой заветный напев, чудотворный напев. Беловежская пуща, Беловежская